больше. Мы в 90-х годах, те, которые вот начали, как Егор Петрович это рассказывал, надо быть смелым, напористым, банк делать надо и идти вперед. Мы те года реально выходили дробисто, когда баррикадиры приходили. Поэтому вот те ребята, которые с тех времен, они все практически вот мастер спорта сидит, боксер сидит, да, я вот выжатые гонки худощавый, но он тоже кандидат. Ну, да. Поэтому вот и спортом тоже занимаетесь, кто спортом занимается, тот становится напористым, да, и будет стараться достичь своей цели. Но эффективный бой в Якутии особо такого не наблюдается, и слава богу, закона нет такого. Даже минус можно работать, да, который вы правильно указали. Вообще, поэтому в России вот большие сети есть иностранные, которые работают в России, или российские сети, да, как Левран-Лет, Ашан, там глобальные пятерочки и так далее. Ну, на некоторые товары не будет. Например, мы в Росторе, да, 50 товаров продаем по себестоимости. Не пингуем. Потому что надо привлечь клиентов, они приходят, покупают этот товар и попутно берут другой. Тогда уже средняя цена нормально уходит. Поэтому не только рекламировать, да, что-то, а когда дешевые цены делаешь, клиенты сами тоже, ну, расходные товары в основном так делаются. Ну, это маркетинговые ходы всякие. Пожалуйста, за ваш вопрос, подарочек возьмите. Мамонт, производство, группа компании «Ростов». Следующий вопрос. Где в России легче всего сделать бизнес? То есть, где более ключевые, наоборот, где-то бизнес больше? Ну, это зависит от вида бизнеса, например. Ну, у нас как бы села будут выходить, да? Наш опор, и лабуды. Ну, где это собирает там Ниву, Шевроле, ну, автомобильный регион. Там губернатор очень продвинутый, они сделали уже такие бизнес-площадки, территории, газ, электричество, все сделали, и построили большие ангары, да, новые, по 1500, там, 2-3 все готово стоит. И говорят, ребята, деньги вложите, приезжайте и там бизнес открывайте, говорят. А здесь все надо покупать, там ходить, подписывать, очень сложно. Например, по разным регионам по-разному. Поэтому по производству, я думаю, вот именно там более-менее оптимально. И, ну, а если вот, скажем, по рыбе, да? По рыбе это, например, Владивосток, Камчатка. Ну, там разделяется по регионам, там очень сугубо специфично, надо изучать это. Тогда возьмите. Следующий вопрос. Пожалуйста. Наследие, ну, скажем, супермаркета, примерно сколько идет, сколько и сколько правильно? Ну, открытие супермаркета, если продуктовый, да, это шаговая доступность нужна. Шаговая доступность, если маленькая, рядом с домами, да? А если вы открываете большой, то тоже удобно должна быть. Центральная трасса должна быть и большая автостоянка. И там должны быть разные виды, не только продукты, товаров, да, чтобы человек туда приехал и все купил в одном месте. Почему вы ходите в торговый центр Туймана? Вы поэтому не ходите. Там что-то покупаете, кушаете, общаетесь, да, удобно. Вот так. Подарок возьмите. Следующий. Какой добрый дядя, а? Да. Лось якутский. Сейбекена мы копировали. Мероприятия для человека. Они должны нас обслуживать, а мы не их. Так. И какими качествами должен обладать человек, который будет в сфере бизнеса? Да, чтобы бизнесменом стать, действительно, нашей стране будет, вот как однажды Путин говорил, каждый предприниматель герой. Это действительно так. Потому что мы проходим такой прессинг, такое испытание. Да. Очень много, когда 90-е годы рыночные отношения начались, 90% бросили это дело. Когда малиновые пиджаки были, сейчас малиновых нету. Во время очень много розовых, малиновых, оранжевых, желтых, зеленых. Я такой не носил. Их нет, остались вот единицы. Вот мои друзья-то остались. Мы независимые предприниматели, напор России. Потому что быть очень храбрым, смелым, настойчивым, принципиальным, чтобы бороться, пройти все вот это испытание российские. Еще какие вопросы?
А с чего вы начали свой бизнес? Каков был ваш первый шаг? Первый шаг, я 90, когда с деревни переехал, я по-русски НМ, а не А, не В. Да, в 79 году приехал, ну, естественно, да, в армию прошел, потом в город вернулся, а еще в деревне работы нет, пошел, двор метать, зал бокса был, сейчас где-то Триумф стоит, деревянный зал бокса был, я немножко спортивный был. И, утром в 6 часов вставал, двор подметал. Потом, чтобы коммунистам плакаты писать, большие деньги заработать, не большие, пошел в училище, чтобы диплом получить. Диплом, а корочку получить. Тогда компьютера еще не было. Я, чтобы плакаты рисовать, поехал, научился вот кисточкой, как бежать, правильно, с левой рукой или правой рукой. Так. Как Ленин меня сейчас, когда я закрытыми глазами рисовал, Владимир Ильич Ленина, знаете такого человека? Карла Маркса, Энгельса, там, чтобы хорошие деньги зарабатывать. Потом после училища шел полы мыл. В том же зал бокса, чтобы немножко тренироваться и заодно полы мыть там. Потом, чтобы колбасу купить, там вот папки без очереди. И Новый год для детей, для своих родственников покупать 5 килограмм яблоки без очереди. Я там писал, колбаса стоит, хлеб столько стоит, и даже компьютера еще не было. Вот. Да. А потом ночью время оставалось, плакаты писал.